أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadis который приводится от Умара, радийаллаху анху, он говорит: «Сами'ту Расулаллах, саллаллаху алейхи ва саллям, якуль, ман зара кабри, ау кала, ман зарани, кунту лаху шафи'ан, ау шахидан йоум аль-кияма. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. رواه البيهقي وغيره». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот человек, который посетит мою могилу, или же тот человек, который посетит меня, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, то я стану для него в судный день заступником. Я в судный день сделаю для него шафаат. Я в судный день буду свидетельствовать ему. Буду свидетелем ему. «Ваман мата фи ахадил харамайни». И тот, кто умрет в одном из двух харамов, или же в хараме Мекки, или же в хараме Медине, «Ба'афаху Аллаху фил аминина йоум аль-кияма». Аллах его воскресит завтра в судный день среди тех, кто себя чувствует в безопасности от ужасов, трудностей судного дня. Маша Аллах. Это означает, что тот человек, который умирает или же в Мекке, или тот, кто умер в Медине, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он завтра в судный день будет из числа чувствующих себя в безопасности, ему не будет ужасов, трудностей судного дня, он будет из спасенных завтра в судный день, если умрет или же в Мекке, или в Медине. Также приводится хадис от Анас ибн Малика, радийаллаху анху, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. رواه البيهقي أيضا. Анас ибн Малик говорит: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот человек, который умрет в одном из двух харамов, или же в хараме Мекки, или же в Медине, то завтра, судный день, он будет из безопасных. Имеется в виду безопасных, спасенных от ужасов, трудностей судного дня. И тот человек, который, говорит, посетит меня в Медине, надеясь на воздаяние от Аллаха, то он, говорит, завтра в судный день будет, говорит, находиться рядом со мной в раю. Маша Аллах. Тот человек, который пойдет на зиярат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, инша Аллах, этот человек будет находиться по соседству с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в раю Фирдаусуль А'ля. Пусть Аллах всех нас удостоит и осчастливит этой высокой степени. Приводится хадис от Абу Катады, радийаллаху анху, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям тавадда'a ثم صلى بأرض سعد بأرض حرة عند بيوت السقيا، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في ساعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من الوباء بغم، اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. رواه أحمد، ورجال إسناده رجال الصحيح. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, совершил омовение.
затем совершил намаз на территории Саада, ради Аллаху анху, там, где находились, говорит, дома для омовения. Для того, чтобы набирать воду, вот такие дома, видимо, там были. Возле этого, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, совершил омовение, совершил намаз. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал такой дуа и сказал: Аллах, поистине твой раб и твой любимец Ибрахим, и твой раб, и твой пророк Ибрахим, алейхиссалам, он сделал дуа жителям Мекки, чтобы был баракат у жителей Мекки, чтобы Мекка стала харамом. И я, о Аллах, я Мухаммад, я твой раб, я твой посланник. Я прошу у тебя, Аллах, для жителей Медины, подобно тому, что попросил у тебя Ибрахим для жителей Мекки. Мы просим у тебя, Аллах, чтобы ты сделал баракат в сахах у жителей Медины, ихним саи, ихних муддах, чтобы ты сделал баракат ихних плодах, которые дают ихние деревья. Аллах, ты сделай для нас любимой, сделай для нас любимой Медину, так же, как ты сделал для наших сердец любимой Мекку. Значит, имеется в виду, как мы любим Мекку, я Аллах, мы просим, чтобы мы начали также любить Медину. Я Аллах, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, те болезни, которые есть в Медине, холера и проказа и так далее, эти болезни, Аллах, ты перенеси место, называемое Хумма. Место Хумма, это возле Джухфата, это между Меккой и Мединой есть такое место. Вот туда, говорит, перенеси болезни Медины. Аллахумма инни харамту. Я Аллах, я сделал харамом то, что между голыми скалами Медины, имеется в виду то, что находится между этими двумя голыми долинами, скалами. Медина находится между двумя голыми, имеется в виду землей, в которой нет растительности, только камни есть. Вот то, что, говорит, между двумя этими голыми равнинами, скалами, я, говорит, вот это место сделал, говорит, харамом, так же, как ты сделал харамом Мекку на языке пророка Ибрахима, алейхиссалам. Как Ибрахим, алейхиссалам, по твоей воле назвал Мекку местом харама, имеется в виду харам убивать, харам зулму делать, харам, значит, ломать деревья, харам там охотиться. Вот как ты сделал харамом эти вещи на языке пророка Ибрахима, алейхиссалам, в Мекке, я тоже делаю харамом Медину, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Приведем еще один хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, приводится хадис от Абу Хурайрата, ради Аллаху анху, аннаху кана нас, иза раау ауала тамри, جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: когда, говорит, в Медине поспевали финики, когда уже финик поспел, первый урожай, жители Медины, как собирали первые финики с первого урожая, они сразу же прибегали к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Говорили: я Расул Аллах, это наш первый урожай в этом сезоне, мы просим у тебя, чтобы ты сделал дуа для наших фиников. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: Аллахумма барик лана фи самарина. Аллах, ты дай баракат в наших плодах. Аллах, ты сделай баракат в нашей Медине. Аллах, барик лана фи са'ина ва муддина. Аллах, сделай баракат в наших сахах и наших муддах. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюк. Аллах, поистине Ибрахим является твоим рабом и твоим другом и твоим пророком, и я тоже являюсь абдука ва набиюк, я тоже твой раб и твой пророк. Ва иннаху да'ака ли Макка. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, делал, говорит, у тебя дуа, просил, говорит, тебя для жителей Мекки и для самой Мекки. Ва инни ад'ука лил мадинати бимисли ма да'ака бихи ли Макката ва мислихи ма'а. Я тоже, говорит, прошу у Аллаха у тебя то, что просил пророк Ибрахим, алейхиссалам, для жителей Мекки, я то же самое, говорит, прошу для жителей Медины, и я прошу, говорит, 2 раза больше Аллаха. Я, говорит, прошу еще добавок столько же для жителей Медины.
двойной баракат, 2 раза больше, говорит, я прошу для жителей Медины то, что попросил пророк Ибрахим, алейхиссалам, для жителей Мекки. ثم قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. رواه Муслим. Затем, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, первый урожай, который поставили перед ним, он делал дуа. Затем, говорит, говорил, позовите, говорит, самого маленького из детей. Самого маленького из детей приглашали к пророку, алейхиссалату вассалам. Первый урожай Расулуллах, саллаллаху алейхи давал этому ребенку, потом уже, значит, раздавали другим и так далее, уже пользовались. Видите, первые плоды, первый урожай, все приходили к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы получить баракат и дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله